Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как водитель иномарки бросил сбитую им на переходе девушку и сбежал с места происшествия. Вот он стоял, говорит, и убежал прямо через кусты. Покажем, что осталось от электросамоката после того, как на него наехал Volkswagen. А там вот бутылка пива валяется, это чья? Это егошний. Водитель утверждает, что мужчина на самокате был пьян. А также, как ревность и фотографии довели женщину до суда, езда с поддельными правами после лишения и последствия крупного пожара в дачном сообществе в Челнах. Если ветер дул бы в эту сторону, все, кырдык, этого дома не было бы. Это и не только прямо сейчас. Водитель «Опеля» сбежал, сбив 21-летнюю девушку на пешеходном переходе на улице Большая Крыловка. Он бросил и пострадавшую, и собственный автомобиль. С подозрением на черепно-мозговую травму девушку увезли в больницу. Диляра Юсупова продолжит. Вот он стоял, говорит, и убежал прямо через кусты. Поведение водителя «Опеля», который скрылся с места аварии, бросив машину, озадачило как прохожих, так и медиков, приехавших оказывать помощь 21-летней девушке. Она попала под колеса иномарки на пешеходном переходе на улице Большая Крыловка. Момента наезда практически никто не видел. Зато один из пешеходов видел, как неизвестный мужчина пытался поднять девушку. Он заявлял, что машиной не управлял. Я ему сказал, чтобы он девушку не поднимал, потому что может быть только хуже. Как он говорит, то, что он с ним ездил, с ним, получается, ехал, и он ее сбил и сам выбежал из машины и убежал. То есть это был пассажир, кто помогал? Кто помогал, да, скорее всего, да. А пассажир ушел, что ли, тоже? Здесь он должен быть, в машине, наверное, сидит. Вот только в салоне «Опеля» сотрудники ГИБДД не нашли ни водителя, ни пассажира. Искать ответы на вопросы им пришлось в показаниях пострадавшей девушки. Она была в сознании. С подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга пострадавшую госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Найти виновника ДТП и определить хозяина иномарки, скорее всего, не составит труда. Возможно, водитель понесет уголовную ответственность. Это будет зависеть от состояния здоровья пострадавшей девушки. Диляра Юсупова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин, Вызов 112. 21-летняя девушка погибла в жуткой аварии на границе Татарстана с Республикой Мариэл. Сегодня утром там лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и «Большегруз». По предварительным данным, 26-летний водитель легковушки выехал на обгон. При этом такой маневр там запрещен. Вернуться обратно на свою полосу он не смог, и легковушку занесло. Вся сила удара пришлась на пассажирскую сторону «Лады», где и сидела молодая девушка. Водитель легковушки получил серьезные травмы, его госпитализировали. На данный момент автоинспекторы устанавливают все обстоятельства трагедии. 62-летний водитель фургона погиб, врезавшись на высокой скорости в прицеп с досками. Он был прицеплен к трактору. Жуткая авария произошла на трассе М7 в Мамадышском районе республики. Удар был такой силы, что фургон завалился на бок. Часть досок вошли в кабину грузовика. Чтобы извлечь из кабины зажатого досками водителя, на место пришлось вызвать спасателей. Выжить после такого шансов у мужчины не было. Он скончался на месте. Водитель легковушки уснул за рулем и влетел в фуру, которая стояла на обочине в селе Муслюмово. Автомобиль задел большегруз боком, удар пришелся на правую пассажирскую сторону фургона. Людей там не было и никто не пострадал. 29-летний водитель электросамоката серьезно пострадал в аварии на Ноксинском кольце. По предварительным данным, мужчина не уступил дорогу иномарке. Более того, двухколесной техникой, по рассказам очевидцев, он управлял в состоянии алкогольного опьянения. По закону он пешеход, хотя и двигался, как показывал спидометр, со скоростью 48 км в час. О последствиях такой езды Алсу Ахмедзянова. О том, какой силой был удар, можно судить по уничтоженному электросамокату и полностью разбитому лобовому стеклу Volkswagen Polo. Тем не менее, водитель двухколесного транспорта еще легко отделался. Как у него состояние? Вы, наверное, видели, да, там? Только ноги. Сознание был, да, нормально? Да, все нормально. Водитель иномарки рассказал, что двигался по кольцу. По правилам он имел приоритет, в отличие от мужчины на самокате, который должен был уступить ему дорогу. Впрочем, не исключено, что в аварии немаловажную роль сыграло не только пренебрежение правилами дорожного движения, но и состояние предполагаемого виновника ДТП. А там вот бутылка пива валяется, это чья? Нет, это егошний. Бухой был. Пьяный был, да? Да, пьяный. А лет сколько примерно? 30 был, наверное.
А там вот у вас на капоте вот это вот что за ошметки там вот разбросано? Это все у него. Там рыба. Пакеты был. С пакетом, что ли, ехал? Да, в пакете был. Куда бы ни торопился водитель самоката, пунктом его назначения в эту ночь стала больница. Теперь автоинспекторам предстоит определить характеристику его транспорта. Если мощность двигателя более 250 Вт, то за езду в нетрезвом виде мужчину могут лишить водительских прав. Алсух Медянова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Водителя «Лады Приора» остановили автоинспекторы вечером на улице Несмелого. Подозрение людей в форме вызвало не состояние водителя, а его удостоверение. Права, которые он предъявил, были с признаками подделки. Выяснилось, что водительского удостоверения его лишили. Он, видимо, решил не дожидаться их официального возвращения и купил поддельную карточку. Если это подтвердится, то мужчине может грозить уголовная ответственность. 48-летний житель Альметьевска лишился более 1,5 миллиона рублей, пытаясь заработать на бирже. В июле мужчина в соцсетях увидел рекламу финансового приложения, где предлагали заработать на бирже. Поверив, что его мечты могут сбыться, он связался с трейдером и отдал ему 11,5 тысяч рублей. Но специалист по финансовым рынкам убедил мужчину взять в кредит еще 1 600 000 и их тоже вложить в дело. Он так и сделал. И когда якобы заработанное составляло уже приличную сумму, мужчина захотел забрать все вложенное вместе с доходом. Но не смог. Тот, кого он считал трейдером, просто перестал выходить на связь. Поняв, что попал на удочку мошенников, мужчина обратился с заявлением в полицию. Для осуществления брокерской деятельности на территории Российской Федерации брокеры должны иметь лицензию. Этот документ организациям выдает только Центральный банк Российской Федерации. Список компаний можно проверить на сайте Банка России. 38-летняя жительница Казани пойдет под суд за размещение чужих интимных фотографий в интернете. Женщина нашла в телефоне своего возлюбленного снимки его бывшей девушки. Новой возлюбленной это не понравилось. Она создала в соцсетях страницу девушки и от ее имени разместила там интимные фотографии. Теперь ревнивицу обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте порнографических материалов. Уголовное дело было направлено в Приволжский районный суд Казани. Дачный дом полностью разрушен. От строения осталась одна дверь. Сильное пламя повредило иномарку, владелец получил ожоги. Огонь перекинулся и на дома соседей. Такой итог попытки приготовить пищу в одном из дачных сообществ в Набережных Челнах. Елена Саляхова с подробностями. Тут у меня соседка ездит на машине, но она недавно только ездит. И раз такой хлопок, думаю, не стукнулась с кем. Я выскочила вот так. Нет, машина стоит на месте. Вскоре уже все знали, что в одном из домиков взорвался газовый баллон. Дома теперь этого нет. После хлопка устояла только металлическая дверь и небольшой кусочек стены рядом с ней. Взрыв – это следствие пожара. Он уничтожил все, что было. Огонь задел и автомобиль и перекинулся на дома соседей. Сгорели даже провода. Электричества в данном обществе нет до сих пор. Жена позвонила, что горит тут пожар туда-сюда. Я бегом отпросился и давай лечу сюда. Тут уже пожарники уже были. Пожарники тоже не могли вот полностью заехать. Одна машина, вода кончается, другая машина заезжает. Правая сторона, вот сайдинг, все это распалилось. Видите, вон сайдинг, все бы распалился полностью. Если ветер дул бы в эту сторону, все, кырдык, этого дома не было бы. Мы приехали в 8 часов. Обычно в 8 часов дают воду. Подают, к 8 часам подошли, вот, пожалуйста, квартира. Второй этаж, там весь сгорел у них. Все сгорело. По словам дачников, пострадавшего хозяина сгоревшего дома, 58-летнего мужчину удалось найти не сразу. Он был в шоковом состоянии. Его госпитализировали с ожогами. По предварительным выводам дознавателей, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем. Елена Саляхова, Эльмира Гайнудинова и Радик Ганеев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.